Жителей поселка Мичурина сегодня разбудил шум голосов сотрудников сразу 3 телерадиокомпаний столичной мэрии. С самого утра они очищают железнодорожный проезд, пересекающий этот населенный пункт. Вооружившись косами, газонокосилками и лопатами, работники телерадиокомпании «Грозный», «Путь» и «Войнах» при поддержке мэрии Грозного убирают сухостой и мусор вдоль железной дороги. По словам мэра Ислама Кадырова, вопрос, поднятый на пресс-конференции, такими темпами будет исчерпан в ближайшее время. Первое лицо города. Халдала, кохгича, мусоргича, да, галю, хуалхрту оли, это уже мнение, колало, догадок, чубо шлача, гал, ценгаюлельча, уэла диквалуря, мнение дикрете, и дакейхан барса, масугал, чувахар, хуашк, да, асаботин, кансфюр, нахтужагал. Между тем, представители железнодорожных служб говорят, что следят за чистотой в своей зоне ответственности. Пользуясь этим, местные жители создают здесь настоящие свалки. И мусор. Железнодорожников балагоши и моя сияси, нетрудно догадаться, что это за мусор. Более того, я могу просто пройти немного дальше, мусорной свалки, я почему-то все считают, и даже не только в Грозном. По мере прохождения железнодорожного полотна считают, надо поближе к железной дороге вывалить, и оттуда они заберут. Журналист, а со вчерашнего дня и руководитель оперативного штаба по очистке железнодорожных линий столицы не только руководит процессом, но и сама помогает коллегам. Мы не стали дожидаться 1 января и начали субботник прямо сегодня с раннего утра. Задействовано было около 700 человек. Это как сотрудники 3 республиканских телерадиокомпаний, так и сотрудники мэрии и служб железнодорожного вокзала. Также было задействовано несколько единиц специальной техники. Очистили территорию от кустарника, от бытового мусора. Хотелось бы всех поблагодарить, кто нам в этом помог. Также хотелось призвать жителей и руководство районов, через которые проходит железнодорожная ветка, чтобы они тоже услышали этот призыв и вышли для очистки вот этой прилегающей к ветке территории. Освободить от мусора этот сектор санитарный десант планируют уже сегодня. Всего их в городе 13. На каждом из них проходят масштабные субботники. Журналисты надеются, что генеральная уборка железнодорожных линий найдет поддержку со стороны горожан, и горы мусора больше не будут портить впечатление гостей чеченской столицы. Асан Альбукаев, Муслим Типаев. Новости.